Путин выдвинул новые условия для завершения войны. США готовы оставить Украину без единого патрона и сказать миру, что Крым — это Россия, а Беларусь ударила по воздушным целям. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Подарок за подарком. Как Вашингтон награждает Кремль? Что может получить Путин уже в ближайшее время? Трамп готов обобрать граждан Казахстана до нитки, штрафы до $1 миллиона с человека. Заявление Астаны. Бунт военных в России. Литва готовится к нападению сил Кремля у границ с Польшей, а Варшава заявляет о том, что вопрос границ решен. О чем речь? Обсудим. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Массовый побег. Краснодар на ушах. 100 военнослужащих, которые были задержаны за самовольное оставление части, предприняли попытку побега. Об этом с вечера пятницы массово пишут российские медиа. Так называемые сочники, как сообщают телеграм-каналы, находились в специально огороженном месте на территории комендатуры и устроили бунт. Смогли повалить забор и проникнуть на основную территорию части. При этом оказаться полностью на свободе, по сообщениям телеграм-канала «База», удалось лишь 7. Большую часть из которых спустя несколько часов задержали. По данным телеграм-канала «Астра», причиной бунта стало то, что представители комендатуры отпускали некоторых мужчин после получения взяток. А в целом же большая часть удерживаемых имеют проблемы со здоровьем и вообще не должны были служить. У кого-то нет глаза, у кого-то конечности, уточняют родственники удерживаемых. Как рассказал Астра, на условиях анонимности адвокат, представляющий интересы 2 военнослужащих, приписанных к части в Краснодаре, некоторые там находятся более чем полгода. По его словам, мужчинам не оказывают медицинской помощи на территории части, не допускают медиков. США готовы менять правила игры и забыть об Украине и России. Меньше чем за сутки в Вашингтоне до 10 раз озвучили один месседж. Америка готова встать из-за стола переговоров и хлопнуть за собою дверью. Вы думаете, Россия вас обманывает? Нет, никто меня не обманывает, я пытаюсь помочь. Знаете, это, кстати, война Байдена, то, что я вмешался. Знаете, будут говорить: о, это Трамп, это не война Трампа. Это война, которой вообще не должно было случиться. Госсекретарь Рубио, который первым накануне заявил о том, что США не намерены ждать слишком долго, повторил свое послание и генсеку НАТО в личной беседе. Секретарь подчеркнул, что хотя наша страна была привержена помощи в прекращении войны, если в ближайшее время не появится четкий путь к миру, Соединенные Штаты отойдут от усилий по посредничеству в достижении мира. Западная пресса пишет о том, что администрация Трампа уже практически 3 месяца, то есть со дня возвращения в Белый дом, делает Путину подарки. Речь о заигрывании и заявлениях. Каково бы ни было значение слов Рубио, они стали очередным подарком Америке делу Путина. На каждом этапе после инаугурации Трампа он или его главные советники по национальной безопасности делали заявления, которые играли на руку России. Исключение членства Украины в НАТО, неоднократные заявления о том, что Украине придется уступить территорию, и даже обвинение Украины в самом вторжении. Нью-Йорк Таймс пишет: россияне тянут время и выдвигают новые условия. У Путина вновь заговорили о денацификации украинского правительства, то есть полной отставке Зеленского и, вероятно, не только. В материале акцентируют внимание на том, что недоверие Трампа к Зеленскому остается столь же сильным, как и прежде. Кроме того, Белый дом, вероятно, может оставить Украину даже без патрона, ведь в Вашингтоне вообще не ведут разговоры о следующем пакете военной помощи. Помимо этого, неясно, будет ли Америка помогать Украине и разведданными. Друзья, как считаете, какой вариант выберет Трамп? Верите ли вы в то, что США выйдут из переговоров окончательно? Оставьте комментарий и не забудьте подписаться на наш канал Нехта Лайв. Крым — это не Украина, а Россия. С таким утверждением готов согласиться Белый дом. США могут признать полуостров российской территорией в рамках мирного договора между Киевом и Москвой. О скандальном варианте развития событий пишет Bloomberg, ссылаясь на свои источники. Признание оккупации станет ударом для Киева, а также позитивным сигналом для тех, кто положил взгляд на чужие территории.
Международное сообщество сопротивляется признанию полуострова российским, чтобы не легитимизировать незаконную аннексию. Это может подорвать международные законы и договоры, запрещающие захват территории силой. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что не уступит территорию Москве. Bloomberg пишет, что если Вашингтон признает Крым российским, то это станет также личным успехом Путина. Тем не менее, источники издания сообщили, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Какова судьба ждет Крым, если США пойдут на такой резонансный шаг? Будет ли Крым таким же популярным курортом, каким он был до 2014 года? Поделитесь своим мнением в комментариях. Литва готовится к нападению России. Министерство обороны Литвы планирует модернизировать и укрепить второй стратегический маршрут через Сувалский коридор. Это важный участок между Литвой, Польшей, Белоруссией и Калининградской областью РФ, который считается потенциальным местом агрессии России против ЕС и НАТО и точкой, соединяющей страны Балтии с остальной частью Альянса. Авторы материала уточняют, что сейчас через коридор пролегают две ключевые дороги. Маршрут Каунас-Варшава, который является частью военной артерии Виа Балтика, и шоссе Вильнюс-Августов. Именно вторую дорогу Литва планирует модернизировать до стандартов двойного использования, как для гражданских, так и для военных нужд. Эти дороги критически важны для нас с точки зрения безопасности и обороны. Они всегда были частью нашего гражданского военного планирования как ключевые наземные маршруты для поддержки союзников в кризисной ситуации. Особенно в районе Сувалок ведутся разговоры о новых мерах защиты вдоль границ с Калининградом и Белоруссией. В Вильнюсе уверены, что обеспечение свободы передвижения войск и грузов по этим двум дорогам коридора является приоритетом. Кроме того, в Литве уверены, что такие операции по защите границ, вероятно, будут тщательно отслеживаться Россией как чувствительная и жизненно важная информация. В Литве также говорят об опасности со стороны белорусского режима. В плане безопасности Беларусь в радаре, они считаются как враждебная страна, и тут надо отделять белорусов и режим, и белорусский режим, конечно, враждебный, и он лоялен к Кремлю. Но также надо сказать, что и тут тоже был же вопрос из Сувалского коридора также, потому что без территории Беларуси какой там Сувалский коридор. И я помню очень такой большой спор с бывшим генералом НАТО Ходжесом, когда он меня как-то убеждал, что границы с Беларусью все-таки это не граница с Россией. И я с ним спорил тогда и говорил, что а разница-то какая? Беларусь подняла в небо дроны и запустила ракеты. В республике устроили проверку армии на готовность к бою. В Минобороны Беларуси, которая полностью подконтрольна Лукашенко, отчитались о боевых ударах по воздушным целям из зенитно-ракетного комплекса «Оса». На это действие приехал посмотреть и госсекретарь Совбеза Вольфович. На данном этапе проверки подверглись воинские части радиоэлектронной борьбы, зенитно-ракетные подразделения и воинские части по применению беспилотной авиации. Прежде всего, изучая опыт специальной военной операции Украины, видим, что к этим воинским частям, к этим родам войск особый интерес, и по ним происходит особое воздействие. Боевые пуски проведены успешно, все цели поражены. Параллельно с этим армия Лукашенко решила провести учения для танковых батальонов. Во время стрельб над полигонами были замечены развед-БПЛА. Они также принадлежат Минобороны Хренина. К чему готовятся в Беларуси, не уточняют, однако напомню, что уже этой осенью в РБ пройдут совместные и масштабные учения с Россией под названием «Запад-2025». В НАТО уже предупредили, что готовы жестко реагировать, если учения будут представлять опасность для Североатлантического альянса. Границы будут закрыты. Польша исключает варианты открытия КПП на кордоне с Белоруссией, пока Лукашенко не изменит своего поведения и пока не откажется от гибридной войны. Речь об отправке мигрантов с Ближнего Востока на штурм границ ЕС. Такое заявление прозвучало из уст министра МВД Польши, который побывал на государственной меже с Белоруссией. Пока Беларусь будет вести себя так по отношению к польскому государству, не вижу возможности, чтобы что-то в этой сфере изменилось. Мы бы хотели
желали бы, чтобы эти переходы были открыты, чтобы функционировали нормально. Но как согласиться с тем, что с белорусской стороны мы имеем дело с использованием мигрантов, резонансными ситуациями? Например, недавно, когда служащий в форме бросает камнями в наших пограничников, в наши машины. Сейчас, напомню, лишь один погранпереход на польско-белорусской границе открыт для пассажирского транспорта. Это Брест-Тиресполь. И один для грузового – Кукурыки-Козловича. Граждан Казахстана зовут домой. Астана призвала казахстанцев, которые попали под американскую зачистку, то есть депортацию, поскорее вернуться на родину и сделать это добровольно, иначе есть риск попасть под штрафные санкции. Такой призыв был опубликован на официальных ресурсах посольства Казахстана в Соединенных Штатах. Там также напомнили, что Трамп готов шкуру содрать с тех нелегалов, которые откажутся покидать Америку. Если, несмотря на решение о депортации, гражданин не вернулся, будет назначен штраф в размере $998 США в день. Штраф будет взыскиваться ретроспективно, то есть с граждан, у которых судебное решение о выдворении из страны было принято в течение последних 5 лет. Штраф может достигать $1 миллиона. Тем, кто решится вернуться добровольно, предоставляется возможность выбора рейса, сохранения заработанных в США средств, субсидий в случае отсутствия денег на приобретение авиабилета, а также гарантируется незадержание и право на законное возвращение в Штаты в будущем. Роботы против людей. В Пекине впервые прошел полумарафон с участием человекоподобных машин. 2 десятка гуманоидных роботов вместе с тысячами бегунов решили преодолеть дистанцию в 21 километр. Машины от китайских компаний соревновались с людьми бок о бок. Без курьезов не обошлось. Один робот упал на старте, другой врезался в ограждение и сбил оператора. Некоторых роботов даже пришлось поддерживать вручную. Тем не менее, несколько машин финишировали. Победил среди роботов Тиангонг Ультра, пробежав дистанцию за 2 часа 40 минут. В то же время с таким же расстоянием человек справился за 1 час и 2 минуты. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.